Гул на стадионах, первые забитые голы, восторженные крики болельщиков – все это станет возможным для наших юных футболистов, которым нам посчастливилось задать несколько вопросов. Для этого мы приехали в футбольную школу «Сармат». Она включает в себя несколько филиалов по Уфе и Уфимскому району. Сюда приходят дети возраста от 2 до 18 лет. Все тренировки проходят в современно оборудованных залах, удобные для ребят с особенностями здоровья. Специально для занятий с ними тренеры футбольной школы «Сармат» обучены языку жестов для максимальных удобств. Аким Андреевич, расскажите, пожалуйста, какая главная цель созданного проекта? Главная цель созданного проекта – это сделать футбол доступным в нашем городе и в нашем регионе, чтобы все желающие могли заниматься. Столкнулись ли вы с какими-либо сложностями при его создании? Сложности, конечно, есть. Вы же понимаете, чтобы детям заниматься, необходим инвентарь, необходима экипировка, соревнования, выезда, сборы. Все это необходимо для качественной работы с детьми. С этими проблемами мы столкнулись. В Уфе была представлена презентация проекта «Футбол без границ». Основная цель проекта – создание комфортной среды и равных перспектив для занятий спортом всех детей и подростков. Уже сейчас футбольная школа «Сармат» готова принимать новых учеников из малообеспеченных семей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Скажи мне, какая футбольная команда тебе нравится? Мне все команды нравятся, очень даже нравятся. Они очень хорошо тренируются, очень хорошо играют. У тебя есть любимый футболист? У меня есть любимый футболист, но я его имя забыл, конечно, но все мне нравятся, потому что они тренируются хорошо. Что бы ты пожелал ребятам, которые еще не начали заниматься футболом? Да, дома сидеть очень скучно, это надо тренироваться, ходить на футбол, это очень интересно и очень хорошо. Тренировки юных футболистов проходят на 2 площадках – на территории 162-го лицея и в спортивном комплексе «Локомотив». Кроме этого, уже сейчас ребята пробуют свои силы в матчах между командами. Несмотря на то, что у каждого из них разные особенности здоровья, все они имеют одну цель – одержать победу, сделать это в командной работе. Именно такие моменты воспитывают в ребятах качества, необходимые настоящему спортсмену. Искренняя радость ребят как нельзя лучше показывает то, что республика развивается и делает это определенно в нужных направлениях. Эмоции и игра ребят тому подтверждение. Виолетта Уморина, Азат Петров, специально для Горы новостей.